Все, почапали. Почапали на избу. Хорошо, что рюкзак взял. Удобнее все это дело нести. Смотрите, ребят, следы. Эти следы, получается, от мотособаки. Ну, с модулем, с лыжами, которые. Кто-то заходил погреться в избу и уехал. Следы сверху идут. Спускается кто-то. Вот так вот. Ну все, доехали. Вот тут. Один или два человека, не знаю. Фу. Обледенело все. Да? Ладно, ты тоже ледяным стал. Все мы ледяные, вон. Солнце уже садится. Полдня уже прошло. Ух, избушка жара, блин. Избушка тепло. Теплище. Ну вот. Ну что, избушка, как и говорил, очень тепло, даже жарко. Немножко приоткрыл дверь. Считай, сейчас по времени, сколько мы бродили. Во сколько мы вышли в тайгу, не помню. 12:40 уже время. Уже первый час почти. Как мы видим, я здесь всегда все оставляю. Пила там, ну, все, вещи. Ничего не прячу. Потому что у нас местные никогда ничего не трогают. Вот человек сейчас заходил, погрелся. Я даже не знаю, там, угостился, нет, с колбасой, там, вроде все целое. Пусть едят, пусть чай пьют. Все здесь свободно. Заходи, отдыхай. Только самое главное, что после меня, чтобы бардак не оставляли. Но это у меня своя жизнь. Вот так я живу. Я перед уходом все здесь убираю. Пусть люди живут, отдыхают. Ну, просто за собой, чтобы все убрали. Без проблем. Никаких проблем здесь нету. Лодка вот тут у меня. Если возьмут, я уверен, обратно принесут. Здесь у нас такие люди. Здесь воспитание у нас такое. Не знаю, как в других местах, но у нас дисциплина хорошая. С детства всех приучали так вести себя нормально. Вот я вчера варил суп, ну, он свинину говорил, тушеная, высший сорт. Ну, йошкар-олинский, высший сорт. Хорошие консервы, между прочим, даже. В некоторых местах у некоторых охотников вообще беда. Вот, скажем, все подряд крадут. Есть такие вот районы, есть. Я уверен, что так в многих местах. Что не так лежит, все берут и с собой унесут. Но у нас, к счастью, можно так сказать, все в порядке с этим. И много раз меня спрашивали, почему, говорят, у тебя, Олег, в твои избы никогда не лезет медведь. Вот на этот вопрос я не могу сказать. Ни одного случая еще не было, чтобы в избы у нас лезли медведи. Через окна, через дверь, чтобы окна ломать там. Всю избу там, как я смотрю в Ютубе, там в Сибири, там, ну, в разных местах. Все разносят там, блин, эти медведи, все ломают. Все подряд. Канистры кусают и окна ломают, нары, все, полки. Все провизию там кушают. У нас такого нету. У нас как бы есть такая дистанцию они держат. Дистанцию между медведем и охотником, между охотничьей избой и медведем. Есть такая дистанция.
Почему так, я тоже не могу ответить. Был случай, ребят, есть такая деревня Лымва у нас. От села на 30 километров в другую сторону. Там поселение было, деревня большая, красивая. И был один случай. Там дома настоящие, как у нас в селе, вот где я живу, где вот соседние дома у нас, из бревен, которые не из бруса, а из бревен. Вот такие дома там стоят. И в один из этих домов, ребят, как-то получилось, что залез медведь, и там он умер. В натуре он умер там, и нашли труп медведя. От чего он так? Может из-за болезни, может из-за голода, может еще какие-то, не от пули, от раны, нет. Это вот, залез в дом, и там он умер. И пришел хозяин, вот это все увидел, и, не знаю, в этот год или на следующий год тоже этот хозяин этого дома тоже умер. Это просто совпадение или я не знаю. Я считаю себя коми-зыряном. Ну, меня много раз пишут, что я коми-пермяк. Нет, я считаю себя коми-зырян. Из коми-зырянин. И мы как-то вот суеверие у нас есть. В суеверие, вот скажем, вот пришел какой-то зверь, скажем, вот в избу, там, к не к добру. Бывает там, если, скажем, если вы едете на автомобиле и навстречу как бы борая птица столкнется с вашим автомобилем, ну, стукнется, насмерть стукнется, вот борая птица, считай это не к добру. Если вы возьмете эту птицу, возьмете домой, сварите, в вашей семье будет что-то, какая-то беда будет. Не надо трогать эту птицу, которая залетает вам в стекло, в дом, в машину залетает борая птица, или просто борая птица залетает возле вашего дома, откуда ни возьмись, сел глухарь или тетерка. Это не к добру, это плохая примета, это в вашей семье что-то случится, какая-то беда. Надо остерегаться этого. Не надо их вообще руками трогать, эту птицу, что вот стукнулся вам в машину. Вот это и есть суеверие. Мы, коми-зыряне, этому верим. Мы воспитаны так, шаманов у нас не было, но вот в такое мы верим. И есть еще какие-то вот нюансы, которые можно рассказать, и в то же время нельзя. Все раскрывать, всю тайну, конечно, не стану. Я человек-секрет. Знаете, вот бывает, там хочется все раскрыть. Много чего интересного, но в то же время нельзя. Вот такие дела. И что-то еще хотел рассказать. Ну вот, также вот возле котельной, вот еще один случай, скажем, вот возле котельной, кочегар у меня одноклассник, ну возле села, возле моего дома, где вот школьная котельная. И с окна он увидел, рядом стоящие дома, там 2 дома, и там на березе, говорит, я сперва, говорит, не понял, что там сидит. А там, оказывается, тоже вот этот глухарь молодой, вот, прилетел и сел вот на эту березу, на этом дворе. И сразу же в этом доме также вот человек, хозяин или хозяйка, не помню уже кто из них, тоже вот сразу умирает. Это, знаете, вот как-то вот борая птица какой-то вот знак приносит. Нехороший знак он приносит, и попадают там, ну, в семье что-то случается. Из своей жизни сейчас одну историю еще расскажу. Раз уже начал, я расскажу, ребят. Мы вот здесь вот сено все время заготавливали и вывозили. Ну, есть дорога, вывозили на машине. Есть заречье, где вот возят на лодках.
Ну, у нас дорога есть, мы всегда на машине вывозили. И ну, когда приходишь, приезжали мы по 5 человек загружать, там сено, все это дело, но в кабину 5 человек не влезет. Мы, наверное, с дедом были, или, я не помню уже с кем, на машине, 2 или 3 человека на машине, вот сено загрузили, целый кузов, и там мы сидели, на этой машине, на сене вот. И, короче, едем, половину дорогу прошли, и знаете, вот на дорогу вышли эти, как сказать, выводок тетерки. Не помню уже, сколько там штук было. И штук 5, наверное. И дед мне сразу сказал, это не к добру. Это не к добру. Но хорошо, он так сказал, но хорошо, что первый вышел самочка. Это как-то вот более-менее говорит. Если, говорит, ты на дорогу вышел, как сказать, косач, вот, самец, это вообще, говорит, нехорошо. Ну, я пацан, что нехорошо, так нехорошо. И начали ехать. Мы уже заезжали в этом, как его, Нившеру, в Тистовку уже почти заезжали, такой поворот. Ну вот это нехорошо, и там случилось. На этом повороте, ребята, мы встретились с гаишниками. В те года это уже давно было, не так сильно наказывали, как сейчас. Сейчас жестко за все накажут там. И это нехорошо попалось шоферу за то, что на кузове автомобиля, на сене вот там сидят. Мы еще, помню, мы спрятались как-то, чтобы не занять. Ну, конечно же, они заметят нас. И не помню, права вроде не взяли. Сейчас-то, наверное, сразу накажут капитально. А в те года еще как-то слабинку давали. В принципе, за что там наказывать? Ну, блин, я не знаю. Вот. Пусть наказывают за то, что вот когда детей бьют, насилуют, там жестко, вообще я не знаю, что показывают в интернете, я смотрю, за это надо наказывать. А вот когда ты едешь, скажем, ты в трезвом уме сидишь там, еще за страховочный веревку держишься, с работы едешь, в принципе. Ну там техника безопасности, вот и все дела. За это и наказывают. Вот. Опять я много болтаю. Времени не так много уже остается, уже скоро начнет темнеть, у меня вагон работы еще. Ну, сейчас я попью чаек, отдохну, перекурю и по своим делам я буду еще заниматься. Не знаю, за речь схожу, нет, если успею, схожу. А кроме этого у меня еще и есть кое-что и работа. Так, ладно, сейчас пью чай. Мы? Чего? Темная ночь, только пули свистят по степи. Только пули свистят по степи. Надо, пока не замерзла, сразу чистить. Какой же он большой, блин. Хо-хо-хо. Ой. Здоровый. Здоровяк. Видно? Одна рыба на всю семью. На большую семью даже.
летом спиннинг там кидал. Вот видишь, если рыба не ходит, не хочет брать, если у него нету жора, редко когда попадает. А вот когда ты закинешь, скажем, щеки или жерлицы, он круглые сутки ловит. Спиннингом попадешь, нет потом на этот жор. Ну вот, видишь, не удержался щука. Захотелось плотвы. Вон он. Уйди, Тулан, уйди. А это у меня любительница вот этой. Ока. Когда рыбу очищу, всегда у нас рядом. Ну вот. Вон он. Так. Ой, икра даже есть. Икру трогать не будем. Икру там оставим. Ну вот. Здесь тоже одна плотва уже есть. Вон. Целая рыбина там. Плотва, наверное. Хирургическое вмешательство сейчас будет. Что за рыба? Так. Похоже на плотву вроде как. Ну да, плотва. Тула, на. Есть. Ну и все. Тебе и обед. Вот тебе и обед. Все, почистили. Дома уже остальное все доделаю. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну так есть. Так и есть. Так. Такс. Мы, ребята, еще в тайге. Вон луна уже. Полнолуние. Я смотрю. Иду к болоту. Последний капкан остался. Сейчас еще этот капкан закину и буду возвращаться на избу. Блин, такая яркая луна. Сегодня, наверное, трескучие морозы будут. Ну, уже начинает темнеть. Так, примерно вот иду. И знаете, я на том месте, где вот мы вроде как чернику собирали осенью с Денисом, и похоже на что-то, на берлогу. Следы. На Тулана тоже.
Сейчас, если ориентировочно найду я это место, надо бы посмотреть. Но, в принципе, он где-то тут. Я уже на подходе к болоту. Блин, так ярко светит этот. Луна. Если присмотреться, отсюда где-то должно быть. Но на обратном пути вот, тщательно буду смотреть. А мне надо сейчас выбором места, где вот капкан еще ставить. Один последний, единственный остался. И все. Сегодня хватит. Блин, световой день вообще короткий, ничего не успеваешь. Прям возле этого болота. Потому что они по окраинам болота куницы очень любят ходить. Вон она. Ну, тут посветлее. Вот так. Ну где-то вот тут. На самой окраине. Бахну и все. Полный штиль. Вообще воздух идеальный. Морозный воздух такой. Таежный. Ну все, работу я закончил. Последний капкан вот тут. Все. Там привада на сучке висит. И давайте я еще вот там топор оставил. На окраине болота вон туда. Хочу сходить. Луну поснимать. Блин, так ярко светит. И как будто вообще рядом. Совсем рядом. Как будто можно дотянуться. Вон она. Вот за этой опушкой леса. Сейчас дойдем. Как рукой подать до него. Вон он. Так ярко светит. Жалко, Panasonic нету. 50-кратный он Panasonic у меня. Panasonic 260. Блин, так четко он приближает. Ну и сейчас вот я вообще сегодня очень даже красивая луна. Чуть-чуть не полностью, не полнолуние. Левая сторона недокруглая такая. А так ярко, да. Действительно, и там вот рисунок в самой луне. Ну, просто красиво. Я вот сейчас вот вечереет, как бы темнеет уже, будем так сказать, так скажем. И тайга, нету туман, нету, не знаю, ну, может такой мелкий, как знаете, как пылинки, снежок. Снежок это пылинка, как у нас говорят, холод кормит. Ну, кодица верда, это люмис. Вот как-то вот так. Ну, вот такой мелкий снежок вот кормит холод. Ну, у нас в народе так говорят. Вон. Хорошо, красиво, красоваться, но нам надо идти быстро собраться и в избушке там убраться. Хотел я на вторую ночь остаться, но свою работу я сделал. В принципе, буду возвращаться сегодня обратно домой. Поеду домой. В принципе, день прошел вообще идеально. Так что пойдем в избушку, а там уже будем думать, что и как. Я показал красоту, что я вижу. Не знаю, как заснял это все Sony, но, знаете, очень красиво. Сейчас вот иду и присматриваюсь к тому месту, где это отверстие похоже на чью-то нору. Это не скажу, что берлога, а вот как будто вот действительно была нора на том видео, когда я снимал. Но вряд ли сейчас не найдешь.
прям мне вот указали на какой минуте, где это было видно. Вот именно в этом месте я свое место, где вот я хожу, где снимаю. В принципе, вот тут где-то он должен был быть. Сразу, если сразу, скажем, вот осенью было поснимать, сходить еще. Ладно, я не увидел, что поделаешь. Короче, идем на избу по своему следу, чтобы не заблудиться. Таких нормальных зачесов. В следующий раз нормальный зачес надо сделать. Сегодня уже этим не буду ковыряться. Ну вот переход через речку. Это у меня здесь лед под ногами сломался, когда переходил. Ну, почему? Так, побежать, вон вода поднялась. Пошли, туда. Ну тут на середине вообще класс. Здесь лед толстый уже. Но осторожно переходил каждый метр, я проверял топором. Ну считай, мы на избе уже. О, луна отсюда тоже видна. Вон она. Ух, жара. Вот это чудо-печь у меня, ребят. Ух, класс. Не могу нарадоваться. Не могу нарадоваться. Ну что тут? У меня бардак. Сейчас я все это уберу. Будет все круто, аккуратно. И уже поедем домой. Тут у нас время. Сейчас глянем. Не спотело объектив. 15 часов 36 минут. Ну, где-то я час еще тут буду ковыряться и поедем. Ну вот и все, ребят. Я здесь все убрал как надо. Пол подмел, воду вылил из чайника, из ведра. Ну, воды нигде не осталось. Смотрите, какая дверь у меня на печке. Я эту дверцу сейчас увезу домой. Буду ремонтировать. Потому что вплотную я закрываю. Потом печка горит, расширяется железо и не открывается, туго открывается. Я, короче, переварю там. Небольшое неудобство, конечно, если кто-то придет, там будет ночевать, ну не знаю. Я здесь написал, что к чему, что происходит, из-за чего я увез. Ну, должны понимать. Следующий поход, когда будет на избу, я обратно привезу уже переделанную дверь. Там буквально там, ну, 3 миллиметра надо расширить. Там с двух сторон надо болгаркой спилить, по-новому приварить. Дело на час работы, короче. Так, ну все, спасибо, изба. Было очень тепло. Была первая такая вот морозная ночь. И ночевали. Вообще жарко было, тепло. Но я рад, очень рад, что печка греет. Можно еще трубу обложить кирпичами. Это в другой раз. Это летом. Потому что я, когда вот эти кирпичи обкладывал печку,
у меня запах был. Но сейчас, в данный момент, этого нету. Исчезло. Значит, когда кирпич сырой был, вот после дождя там вообще сырой, он вообще сырой был. И поэтому от кирпича какой-то запах я чувствовал. Запах глины, может, но запах мазута я еще тогда говорил. А так, сейчас вот этот поход вообще идеально. Никакого запаха, ничего не было. Все четко. Ладно, приедем уже в декабре. До декабря не получится. Да и до 27 ноября уже сегодня. В декабре приедем, уже за елкой, может, приедем. Ну, посмотрим, как жизнь будет. Спасибо, изба. Большое спасибо. Все. Так, пошли. Тулан. Пойдем. Тут еще тоже территория убрана. Дровишек дофига. Топор есть. Разберутся, если кто будет ночевать. Все, поехали. Все, идет. Нет, все. Давай. Все. Все, нашел себе место. Ну вот. Поход будем заканчивать. По времени не знаю, сейчас сколько времени. Вот кой летало, ладно. Точно не могу сказать. Не ключим. Все, Тулан лег. Все на буранах, на снегоходах начали уже ездить. Только я на УАЗике. Ну, летом они на моторной лодке в основном ездят. Сейчас перешли уже на снегоход. Рано или поздно мы тоже перейдем. Как снег глубокий станет, уже будем на снегоходе ездить. А сейчас колеи очень много. Примерно так и поедем. Кемарит пацанчик.
что, ребят, основное мы проехали половину пути. Ну, самое такое, где можно застрять запросто. Сейчас уже спокойная дорога дальше. И хочу на этом закончить наш фильм. Спасибо всем, кто досмотрел все серии, наверное, несколько серий, как всегда получится этот фильм. И спасибо всем, кто не пожалел, поставил лайк. Пишите комментарии, что еще добавить. Спасибо. И еще раз спасибо. Всем пока. До новых встреч. Не болейте. Привет от Тулана. Отдыхает пацанчик. We'll be right back.